Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Камши-Шара. Новый руководитель Государственной миграционной службы Абхазии представлен коллективу. Андрея Бобуа сотрудникам организации представил премьер-министр Валерий Бганба. Глава правительства поздравил коллектив с юбилейным годом работы ведомства и зачитал указ президента Абхазии о назначении начальником Государственной миграционной службы генерал-майора Андрея Бобуа. Экс-руководитель организации Алексей Аджинджал поблагодарил коллектив за совместную плодотворную работу. Андрей Бобуа, в свою очередь, поблагодарил руководство страны за оказанное доверие и выразил уверенность, что сработается с личным составом и с коллективом, выполняя все функциональные обязанности, возложенные на ведомство. Госдума России ратифицировала протокол об изменении соглашения с правительством Абхазии, касающийся отмены декларирования поставок нефтепродуктов, сообщает РИА Новости. Согласно новым правилам, вывоз бензина, дизельного топлива и нефтяного битума будет производиться из России в Абхазию без временного таможенного декларирования. При этом декларации, которые были поданы, но по которым вывоз товаров не был произведен, будут аннулированы. Согласно пояснительной записке к соответствующему законопроекту, протокол о внесении изменения в соглашение между правительством России и правительством Абхазии о режиме торговли товарами от 28 мая 2012 года был подписан в Санкт-Петербурге 7 июня 2019 года. 13 и 14 ноября при Центральной республиканской больнице проходила акция, приуроченная ко дню борьбы с сахарным диабетом. Мероприятие было организовано по инициативе Министерства здравоохранения и социального обеспечения Абхазии. Главная цель благотворительной акции – выявить у обратившихся граждан предрасположенность к развитию сахарного диабета и вовремя начать лечение пациентов, которым это необходимо. Тему продолжит Амелия Бисмарк. Желающих проверить уровень сахара в крови оказалось немало. Некоторые из тех, кто решил воспользоваться акцией и на всякий случай сдать анализ, сразу приобрели статус пациентов и были госпитализированы в срочном порядке. Что и произошло с этой пожилой женщиной. Серьезные осложнения не заставили бы себя долго ждать, рассказывает врач-эндокринолог Юлиана Кубрава. При исследовании забора крови обнаружилось, что у нее глюкоза крови 28. Она подошла к эндокринологу и выяснилось, что данная пациентка болеет сахарным диабетом в течение 10 лет. И при этом она сама по себе, по собственной воле отменила себе сахароснижающую терапию, перестала соблюдать диету и при этом не исследовала глюкозу крови. Получается, что осознанно человек себя подвергает опасности. К сожалению, подобные случаи далеко не редкость, ведь очень часто люди не придают значения определенным симптомам, которые служат поводом пройти тест на глюкометре. Военнослужащий Андрей Драгомир поступил в больницу в тяжелом состоянии. Уровень глюкозы в его крови поднялся до критической отметки. Пациент находился на грани потери сознания, когда медики госпитализировали его. Состояние Андрея теперь зависит от его нового образа жизни. Приехал, стало плохо и уже привезли сюда, оказали помощь. Теперь как вы намерены изменить свой образ жизни? Диета, придерживаться диеты, следить за сахаром, деваться дальше некуда. Заболеваемость сахарным диабетом с каждым годом увеличивается в мире. За 2018 год в Абхазии данное заболевание диагностировано у 3710 человек, что на 13% превышает статистику 2017 года. Наша больница принимает тяжелых больных именно с этим заболеванием, в кетоацидозе, в комах. И зачастую мы сталкиваемся с очень тяжелыми последствиями данного заболевания. Если бы пациенты, наши жители Абхазии понимали, что нужно чаще обращаться к доктору, чаще проверять глюкозу крови, то до таких осложнений бы не дошло. Сахарный диабет не приговор, говорят медики. Важно вовремя начать лечение. Подобные акции – это возможность обнаружить заболевание и предупредить его развитие. Пациенты с сахарным диабетом должны понимать, что это заболевание, оно не так страшно, если за ним правильно следить, правильно питаться, относиться ответственно к модификации образа жизни. И в основном 85% положительной динамики в данном заболевании зависит от пациента.
пациента. Почему? Потому что на первом месте во всех странах мира стоит диетотерапия. Если пациент будет следить за своим рационом питания, за физическими нагрузками, больше двигаться, грубо говоря, и выполнять рекомендации доктора, то такие грозные осложнения, как слепота, как нефропатия, как гангрена нижних конечностей, будут его не беспокоить. Ко дню борьбы с диабетом руководство лаборатории номер 1 при Республиканской больнице решило внести свою лепту в благотворительную акцию. Список анализов, которые люди могли сдать в эти дни бесплатно, был расширен. Мы предоставили возможность амбулаторным пациентам сдавать ряд анализов бесплатно. К таким анализам относятся инсулин, гормоны щитовидной железы, ТОРЧ-инфекции и ПСА. Наибольшим спросом, как оказалось, пользуются инсулин и гормоны щитовидной железы. Через наш кабинет прошло около 150 пациентов. Мы рады, что нам удалось принять участие в такого рода мероприятии. Надеемся на понимание людей, которых мы все-таки не успели принять за 2 этих дня. И хотим поблагодарить отдельно руководство больницы, что доверили нам провести данное мероприятие. Начиная с 2013 года в республике работает программа по обеспечению инсулином пациентов, страдающих сахарным диабетом. Что касается остальных медикаментов, необходимых в лечении данного недуга, то больные приобретают их на собственные средства. Амелия Бисмарк, Томас Чаковани, Абхазское телевидение. Делегация Республики Абхазия во главе с зампредседателя Госкомитета по курортам и туризму Астамуром Барцес принимает участие в форуме туриндустрии, который проходит в эти дни в столице Республики Башкортостан Уфе. В рамках форума проходят тематические секции, круглые столы с участием авторитетных специалистов в отрасли туризма. В работе круглого стола «Туризм в регионах. Точки роста» приняла участие начальник управления по туризму Торгово-промышленной палаты Абхазии Инара Даурова с докладом «Роль торгово-промышленной палаты в развитии туристической отрасли Республики Абхазия». Форум также включает в себя специализированную выставку, на которой ТПП Абхазии презентует туристический потенциал республики и продовольственную продукцию абхазских производителей. Напомним, что в сентябре этого года по приглашению главы Республики Башкортостан Ради Хабирова президент ТПП Абхазии Тамила Мерцхулава приняла участие в 5-м юбилейном форуме малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. В рамках этого мероприятия состоялось подписание двустороннего соглашения о сотрудничестве между ТПП Республики Абхазия и ТПП Республики Башкортостан. Участие в нынешнем форуме – это продолжение укрепления сотрудничества между Республикой Абхазия и Республикой Башкортостан. В республике продолжаются работы по борьбе с мраморным клопом. На данный момент жители районов собирают вредителей и уничтожают их, так как механический сбор по-прежнему является одним из самых эффективных способов борьбы с насекомым. Жители Ткварчалского района собрали более 425 килограммов вредителя. Для приема мраморного клопа была организована специальная комиссия, которая выплачивала за 1 килограмм вредителя 1000 рублей. В этом году на проведение мероприятий по приему и утилизации мраморного клопа было выделено порядка 7 миллионов рублей. После завершения приема все собранные насекомые были уничтожены. Мероприятия по механическому сбору мраморного клопа продолжаются. Оповестили людей, жителей района. И вот на сегодняшний день нам сообщили, что люди готовы, собрали, уже для сдачи энное количество, и мы приехали принимать. Сегодня вот на этот момент, на это время собрано около 389 килограмм, сдано, и мы приняли и оплатили им, за 1 килограмм по 1000 рублей, как это указано по распоряжению Кабинета министров, которое было издано еще весной этого года. Первая международная конференция «Архив как атрибут государственности», приуроченная к 90-летию Государственной архивной службы Абхазии, завершила свою работу. Ее итоги подвели в пресс-центре «Спутник Абхазия». Подробности в нашем следующем репортаже. За 3 дня работы международной конференции «Архив как атрибут государственности» ее участниками была проделана большая и плодотворная работа. Обсуждены вопросы сохранения историко-документального наследия, выявления документов по истории Абхазии в российских архивах и за рубежом. Кроме того, участники научного форума обсудили новые направления и методы исторических исследований. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в этом мероприятии, прежде всего наших российских коллег.
Это мероприятие было приурочено к 90-летию создания архивной службы Абхазии. Правда, это 90-летие попадает на 15 марта. В марте создавалась архивная служба Абхазии. Но мы 15 марта, это все-таки трагическая дата в истории Абхазии. Вы знаете, было неудачное наступление в период войны. И мы как-то широко эту дату не отмечали. В рамках научной конференции состоялась презентация 2 документальных сборников «История революционного движения в Абхазии» по фондам Государственного архива Российской Федерации и «Туристическая Абхазия», авторами которых стали студентки Российского государственного гуманитарного университета Анастасия Князева и Милана Бжания. Опубликованные в данных изданиях документы являются актуальными в исследовании истории развития Абхазии. Книги вышли тиражом по 300 экземпляров. Здесь материалы представлены не только из Государственного архива Российской Федерации, это ряд других архивов, в том числе и ведомственный архив Российской академии наук, Российский государственный архив кинофотодокументов, Российский государственный архив литературы и искусства. Была проделана колоссальная работа. Но этот проект получил поддержку не только в Абхазии, но и хочется поблагодарить также Росмолодежь, Росархив. На международной конференции говорили и о женевских дискуссиях. Как известно, на данной площадке правительство Абхазии поставило вопрос о воссоздании архивного фонда нашей страны. В процессе этих переговоров был поставлен вопрос о возможности передачи в Абхазии, Абхазскому архиву документов, касаемо истории Абхазии. Почему был поставлен вопрос именно в таком типе, именно из Грузии? Потому что Абхазия хоть является независимой страной, но значительный период нашей истории мы всегда жили рядом. Это период Абхазского царства, советский период. И значительное количество документов, которые рассказывают о истории Абхазии, она хранится и в архивах Грузии. Главным итогом международной конференции «Архив как атрибут государственности» стало принятие решения о разработке ряда рекомендаций по дальнейшему развитию архивного дела в Абхазии. Гугут Савардания, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. С 14 по 16 ноября в Санкт-Петербурге проходит 8-й международный культурный форум, в котором принимает участие делегация из Абхазии во главе с министром культуры Эльвирой Арсалия. Обширная деловая программа данного форума представляет интерес для специалистов различных областей культуры. Фестивальная программа включает многочисленные культурные мероприятия для жителей и гостей Петербурга, а деловая площадка создает условия для реализации проектов и подписания соглашений в области культуры. Так, в рамках форума министры культуры России и Абхазии Владимир Мединский и Эльвира Арсалия подписали программу сотрудничества между Министерством культуры Российской Федерации и Министерством культуры Республики Абхазия на 2020-2022 годы и план сотрудничества на 2020 год. Подписание данного соглашения станет определяющим в дальнейшем развитии культурных связей между двумя странами. В Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии по итогам 6-го международного арт-пленэра «Краски осени Абхазии» открылась выставка, на которой студенты отделения искусств АГУ и Сухумской художественной школы представили около 100 работ, написанных в рамках пленэра. Подробности в репортаже Сари Кварсхеля. Международный арт-пленэр «Краски осени Абхазии» проходит уже 6-й год подряд. В этом году в нем приняли участие более 17 профессиональных художников из России и Израиля. Основной целью арт-пленэра является поддержка и популяризация изобразительного искусства и обмен опытом. И, конечно же, такое мероприятие очень полезно молодым художникам, только начинающим профессиональную деятельность. В течение нескольких дней работы пленэра ими было написано немало картин, которые и были представлены в Центральном выставочном зале. Лучшие работы в разных жанрах – живопись, пейзаж, композиция, натюрморт, портрет. Я уже второй раз участвую в арт-пленэре, мне очень понравилось. Приезжают многие художники из разных стран, они делятся своим опытом, показывали нам мастер-классы, наброски. Мне кажется, для художника это очень важно, потому что все-таки они более опытные, и каждый художник делает что-то по-своему. И он делится своим опытом, вот благодаря этому арт-пленэру мы многому научились. И хочу сказать огромное спасибо самому декану, преподавателям, которые это организовывают и помогают нам принимать участие. Второй раз участвую в данном проекте, и мне очень нравится, что такие проекты вообще проходят в Абхазии. Нам проводили даже мастер-классы
Особенно мне понравился мастер-класс «Китайская акварельная живопись». Вот, потому что я сам акварелью пишу всегда. В течение всего проекта для участников пленэра проводились экскурсии по живописным местам Абхазии, мастер-классы от именитых художников. Анастасия Варгина, студентка 2-го курса отделения ИЗО, впервые участвует в мероприятии международного масштаба. Представлять свою картину под названием «Рассвет на реке» для нее огромная радость. Я очень люблю Шишкина, и поэтому сосны, вообще лес для меня очень интересно, поэтому я просто решила попробовать написать такую картину. Вот. Но писала я ее приблизительно недолго, но один день. Если в следующем году будет такая же выставка, я, конечно, с удовольствием буду участвовать, потому что эта выставка открыла много чего интересного. Мы познакомились с многими художниками. Например, была возможность даже с ними поработать. Поддержать своих друзей и полюбоваться картинами пришел художник Давид Симони, картины которого уже были представлены 24 октября на итоговой выставке «Краски осени Абхазии-2019». По мнению молодого мастера кисти, в современном мире будущий художник должен обладать универсальными знаниями. Идет трансформация по всем направлениям искусств. Новые технологии диктуют свои условия, а арт-пленэр дает возможность расширить кругозор. Во-первых, это опыт, это знания. Люди, которые приезжают на это мероприятие, они приносят знания с собой. И это знания, они делятся этими знаниями. Я тот человек, который сам принимал и отдавал. Вот. Так что хотя из этого очень сильная, очень организованная, широко обширная очень организация. По словам организаторов, несомненно, ставший уже традиционным арт-пленэр будет и дальше жить и развиваться, привлекая на свои площадки все больше художников, профессионалов из разных уголков мира. География наша расширяется, и поэтому тот опыт, который мы уже имеем, оно имеет свое продолжение. В этом году, как вы знаете, приезжали очень известные мастера Российской Федерации, как и в технике акварели, и в технике масляной живописи, и в графике. Самое главное для нас было это участие наших студентов в этом арт-пленэре. 38 студентов АГУ и 3 студентов худучилища по итогам выставки были награждены грамотами. Студентка 3-го курса. Арт-пленэр имеет небольшой, но уже определенный опыт. С 2014 года в рамках мероприятия Абхазия приобрела немало новых друзей. Каждый участник оставляет здесь не только свои картины, но и частичку себя. Сария Гварацхеля, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. В Сухуме завершился первый международный хоровой фестиваль «Шардамта», в котором принимали участие Государственная хоровая капелла Абхазии, Уральский государственный камерный хор и камерный хор Московской консерватории. В рамках фестиваля концерта с участием прославленных хоровых коллективов состоялись в Пицунде, Гудауте и Сухуме. На гала-концерте побывала и наша съемочная группа. Шардамта в переводе означает «многое лето». Знаменитая абхазская народная песня. Название хорового фестиваля, по словам организаторов, было выбрано не зря. Планируется, что он будет долгие годы жить и развиваться, привлекая на отечественные сцены все больше и больше мэтров и звезд коллективного пения. Концерт открыла Абхазская государственная капелла с песней «Шардамта», как олицетворение рождения фестиваля и его долгого пути. Затем Уральский государственный камерный хор представил зрителям программу «5 веков русской духовной музыки», которая была исполнена впервые и не звучала даже на родной сцене коллектива в Перми. Одна из причин, побудивших организаторов на проведение такого фестиваля – низкий интерес к хоровому пению у подрастающего поколения Абхазии. Проведение ежегодного хорового фестиваля окажет влияние и на уровень исполнительской культуры у местных самодеятельных хоровых коллективов. Камерный хор Московской консерватории представил публике современную духовную, классическую и народную музыку. Одну из русских народных песен солистка хора Мария Челмакина исполнила под аккомпанемент абхазского пианиста Бараса Куджба.
Я считаю, что музыкант должен в каждой сфере развиваться. И я думаю, что мне повезло. И я тому рад, что мне позволяют и в качестве концертмейстера, в качестве дирижера, в качестве артиста хора выйти на сцену. Я, конечно же, безусловно рад. Я этому фестивалю желаю много лета, чтобы каждый год к нам приезжали лучшие коллективы России. И не только России, Восток. И я думаю, что этот фестиваль поднимет на высокий уровень культурную жизнь Абхазии. И думаю, что это будет очень приятно нам всем. На сцене Государственной филармонии прозвучали также такие знаменитые произведения, как «Ах ты, ноченька», «Белая черемуха», «Катюша», «Калинка», отрывки из литургии святого Иоанна Златоуста, 2 песнопения из «Службы Божья», 2 части из цикла «Слава Пресвятой Троице», произведения Чайковского, Рахманинова, Свиридова. Концерт длился более 2 часов, которые прошли как одно мгновение. От исполнителей исходит такая энергетика, и так выстроен контент программы, что не скучно и не замечаешь, как время летит. Вот эта задача нас, руководителей хоров, правильным образом подбирать репертуар. И так нам завещали наши выдающиеся учителя выстраивать программу, в частности, основатель камерного хора профессор Борис Григорьевич Штевлин, как он скрупулезнейшим образом работал над каждой своей программой. Он по 15-20 вариантов искал, прежде чем он перед концертом находил тот вариант, который бы устроил самую, скажем так, с одной стороны, неискушенную публику, с другой стороны, самую профессиональную, и каждому нужно найти свой подход. По мнению одного из организаторов мероприятия, художественного руководителя Абхазской государственной филармонии Эсмы Дженя, первый международный хоровой фестиваль удался на славу. Я просто сегодня очень счастливый человек, потому что состоялся замечательный гала-концерт. На самом деле, когда мы задумывались о хоровом международном фестивале и пригласили таких достойнейших участников, мы, конечно, очень переживали, справимся ли мы и как воспримет публика. Но все получилось, и несмотря на то, что концерт растянулся, никто не расходился. И мне кажется, что если бы мы еще столько же провели в концертном зале филармонии, к нам только добавилось бы зрителя, но никто бы не оставил этот зал, потому что действительно звучали великолепные хоры, они представили совершенно разные концертные программы, не похожие, и мы получили огромное удовольствие. В рамках фестиваля «Шардамта» слушателям была представлена редкая возможность ознакомиться с именитыми хоровыми коллективами России. Их выступление в нашей стране стало серьезным подспорьем для абхазского профессионального музыкального сообщества и, конечно же, внесло вклад в популяризацию коллективного пения в Абхазии, привитие отечественному слушателю любви к этому жанру музыкального искусства. Компания «Аквафон» является официальным спонсором выступлений чемпиона мира по версии WBO среди молодежи Игоря Адлиба и, кроме того, оказывает ему всестороннюю информационную поддержку. Абхазский боксер посетил головной офис сотовой компании. Саид Жарсали расскажет подробности. Чемпион Абхазии, мастер спорта Абхазии по боксу, победитель международных турниров, кандидат в мастера спорта России Игорь Адлиба посетил головной офис компании «Аквафон». Чемпион поблагодарил представителей компании за систематическую финансовую поддержку, отметив важность подобной помощи для молодых спортсменов. Аквафон очень много поддержки, не только в финансовом плане, пытаются посещать мои бои по возможности. Это очень приятно, когда приходят и хотят видеть, что происходит. То есть есть какой-то интерес к нашей молодежи, к нашему спорту. Это очень приятно. Государство уже не первый год, президент Рауль Джумкович помогает мне. Спортивный комитет по физической культуре и спорту государственный тоже на протяжении 5 лет всегда рядом, то есть почти все как могут помогают. И с такой поддержкой я считаю, что мы можем добиться многого. 2 ноября в Екатеринбурге на площадке Академии единоборств состоялся вечер профессионального бокса РМК Боксинг Промоушен, на котором абхазский боксер Игорь Адлиба стал чемпионом мира по версии WBO среди молодежи, одержав победу над венесуэльским спортсменом Эдди Кальминаресом. Это был 9-й профессиональный бой абхазского спортсмена. С марта этого года сотовый оператор «Аквафон» является официальным спонсором выступлений боксера, а также оказывает ему всестороннюю информационную поддержку.
Спасибо хочу сказать, потому что Аквафон сами как бы обратили внимание на мальчика и решили помочь, рядом стать. Это было очень приятно. Без помощи Аквафона нам немножко было тяжело, но мы справились. Вот результаты неплохие. И, соответственно, государство. Сегодня у Игоря отсутствует как менеджер, да, вот человек, который вкладывает в него, вместо менеджера частного лица участвует государство. Это не только финансирование, это интересуется, чисто какие-то политические моменты есть у нас, там, где тяжело с флагом выйти на такую большую арену. Компания «Аквафон» давно зарекомендовала себя как активный организатор и спонсор мероприятий спортивной направленности. Здесь уверены, что, помогая развитию спорта, они вносят большой вклад в воспитание здоровой молодежи. Мы оказываем спонсорскую поддержку нашему прославленному боксеру. Мы все недавно смотрели его бой, мы все переживали за него. Он завоевал очень престижный титул WBO среди молодежи. И очень такая у него знаковая победа. Также эта победа для нас цена не только поясом, а тем фактом, что он заявил об Абхазии на столь высоком уровне. Мы хотели бы еще раз поздравить его и пожелать достижения новых высот. И дай Бог, чтобы все у него сложилось так, как он этого хочет, и без травм главное. Успехи Игоря Адлиба в очередной раз подтверждают, что силы и ресурсы, которые Аквафон вкладывает в поддержку спортсмена, приносят значимые результаты. Ведь каждая победа боксера — это не только новый титул, но и очередная заявка о нашей республике на международном уровне. В завершении встречи от компании «Аквафон» Игорю Адлиба вручили памятные подарки. Саид Джарсалия, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью 6-11, днем 16-21 градус. Температура морской воды 18 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.